I think we were a little embarrassed after the last game. Я думаю, мы были немного расстроены после игры с БК Киев. We played a good team tonight, and we just came ready and prepared this game, and we won the game. Мы сыграли сегодня отличный командный баскетбол и хорошо подготовились и выиграли этот матч. Pa kao što nisam imao puno komentara posle prošle utakmice, Он не имел много комментариев после прошедшей игры. Tako nemam puno komentara ni posle ove utakmice. Также и у него нет много комментариев после этой игры. Jednostavno ovo je tim koji mi imamo. Та команда, которую мы сейчас имеем. I jedan vremenski period u budućnosti. И один промежуток времени в будущем. Mi ćemo da izgledamo ovako. Мы будем выглядеть так, как сегодня. I to ljudi ovde moraju da shvate. И это люди должны понимать. Mislim, ljudi koji dolaze na utakmicu. Люди, которые приходят на игру, болельщики. Jer za jedan tim koji se stvara, Ни одна команда, которая potrebno je vreme. Ей нужно время. Znači, mi imamo ovde dva igrača od 18 godina koje sam ja dao zapaženu minutažu. У нас есть здесь два игрока, которым 18 лет, и он дал им достаточно много времени. I to mora da boli. И это должно чувствоваться нам. To je kao dete u pubertetu. Как ребенок в утробе матери. Nikad ne zna šta će da uradi. Не знает, что он сделает. Međutim, ja verujem u njih. On I verujem u tim koji sam napravio. И верит в команду, которую сделал. Kao što ste vidjeli večeras, to može jako dobro da izgleda. Как вы видели сегодня вечером, это может очень сильно выглядеть. A videli ste prekjuče isto kako može izgleda loše. А позавчера видели, как это может плохо выглядеть. Međutim, kažem, ja verujem u taj tim veoma talentovan. Я очень верю в эту команду, команда очень талантливая. I ne radim samo ovoga momenta, mi radimo i za ukrajinsku košarku, hoću da kažem, da će sigurno da ima koristi od ova dva igrača koja... Я работаю здесь для того, чтобы постараться сделать все хорошее для украинского баскетбола. I da će svi da imaju koristi. Все будут иметь пользу от этих двух украинских игроков. Ono što nama treba, to je strpljenje. То, что сейчас нам нужно, это терпение. Da ne budemo euforični kad se dobije jedna ovakva utakmica. Чтобы мы не были долго в эйфории, когда выиграем такую игру, как сегодня. I da ne budemo u situaciji da odmah hoćemo da menjamo sve kad se neka utakmica izgubi. И не будем в ситуации, когда проиграем какую-то игру и хотим сразу что-то менять. A s druge strane, što se same utakmice danas tiče, Что касается, с другой стороны, что igrali касается smo pre svega srcem. Прежде всего, сегодня мы играли сердцем. I to je ono što ja volim. Это то, что я люблю. Nismo ponavljali greške iz utakmice sa Kijevom. Мы не повторяли ошибки, которые были против Киева. I odmah smo ličili na moćnu ekipu. И сразу мы выглядели на мощную команду. Međutim, mi već sledeću utakmicu možemo da igramo kao protiv Kijeva. Но мы уже следующую игру можем играть так же, как против Киева. I to morate shvatiti. И это нужно понимать. Ja normalno to ne volim. Понятно, что я это не люблю. Ja bih volio kad bi moglo odmah. Я люблю, когда сразу. Ali treba nam vreme. Но нужно время. Неожиданности никакой не было, была агрессивная защита со стороны Химика, нам говорили об этом, мы знали об этом, но мы не смогли ничего против этого сделать, и проиграли первую половину очень много, и потом было догонять очень тяжело, скажем так, что не справились с агрессивной защитой Химика. Я желаю приветствовать и болельщики, и все здесь у команды Химика, поздравляю с победой. Уверена победа сегодня вечером команды Химика. Думаю, что они серьезно работают и будут сделать от этого года, думаю, серьезный результат. Поэтому, что я знаю тренера, и поэтому, что вижу, что очень много нова команда, но очень много работали на стратегiju zaštiti i normalno napadenju, но и стратегия защиту то дело тренера Руса. Я поэтому еще раз поздравляю уверенную победу. Они сразу начали sa agresivnom zaštitom, начали sa 3 большая игрока. Моя команда просто, когда не была на площадке, плохо делали нападение на зонскую защиту, начали делать ошибки на прессинг. Наш разыгрывающий Дэниел Юнинг 6 ошибок сделал, и сразу видно по системе, по подбору и по ошибкам, какая команда сегодня лучше играла. Просто невероятно, какая эффективность 2 раза. Я то должен сказать, потому что они сделали 21
21 asist, to znači da komanda igraje u napadenju za igraka u lučoj poziciji. Oni сделали 10 подбора больше и нормално, меньше ошибака сделали, ние сделали 18 ошибака, они 11. То и статистика, никогда статистика можно не скаже все что било, но ко не смотрили игру, сразу можно по статистике смотрите по чему команда проиграла и по чему команда выиграла. Можно сказать, там критериум, там судейство, я просто не понимаю, но здесь так суди се, что делать. Prvi raz ja to скажу, думаю, что neki fauli bili, neki не bili и поэтому možda и больше разница поэтому, но должны подготовиться и за такую игру, и агрессивную команду, и за агрессивную игру, и нормально за судейство на домашней площадке.